Я Джейсон Лайтфуд из Великобритании. Сегодня мы поговорим о западных СМИ. Все эти лживые истории из западных средств массовой информации – это огромная уловка, чтобы попытаться дестабилизировать Китай и служить их собственным геополитическим интересам. Сегодня мы забьем последний гвоздь в крышку гроба лживых средств западной информации. Мы поговорим о бездоказательных заявлениях западных СМИ об уйгурской автономии. Итак, я наткнулся на небольшую статью от одного из моих мейнстримных независимых изданий, если их вообще можно так назвать. Назовем их просто BSP новости. Так, название статьи такое «Запятнанный хлопок Китая». И вот, статья начинается. Как только открываешь ее, там есть небольшое видео с двумя сборщиками хлопка, но по какой-то причине BSP новости размыли их лица. Зачем вы размываете лицо этих двух сборщиков хлопка? Ах, точно, потому что если бы вы не размыли лицо этих двух работников, люди бы их нашли, узнали их настоящие личности и выяснили, что они действительно работники, а не рабы и не жертвы принудительного труда, как вы утверждаете. Вот зачем вы это сделали. Так, у меня здесь на телефоне эта статья. Итак, далее они утверждают, что провели какое-то расследование и раскопали новую информацию. О чем же может быть эта информация? Боже мой, о чем же? В основном они придумали новый сюжет. Эти писатели-фантасты, эти романисты. О чем эта история? О сборе хлопка. Почему они выбрали именно эту тему – сбор хлопка? Потому что для западных людей эта фраза «сбор хлопка» сразу вызывает в сознании образ американской и европейской работорговли. И она намекает, выводит это на первый план еще до того, как вы начнете читать статью. И дальше они пишут, что более миллиона человек отправлено в лагеры содержания по всему Синьцзяну. Ага, ладно, 1 миллион человек. Но откуда у вас эта информация? Есть какие-нибудь доказательства? Нет ни единого доказательства, что во всех этих лагерях находится 1 миллион человек. Но у вас нет доказательств. Откуда вы взяли это число? Можно подумать, у вас есть много доказательств, раз вы пишете огромную статью, утверждая, что там 1 миллион человек. Где ваши доказательства? Что? Нет, ни единого намека на доказательства, что в лагерях содержания 1 миллион человек. Ладно, вам не кажется, что перед тем, как писать статью, нужно иметь хоть какие-то доказательства? Что? Нет. Хорошо. Тогда почему бы не написать 2 миллиона человек? Это звучит лучше. Ладно. Вы утверждаете, что у вас есть фото одного из лагерей. Да. Давайте посмотрим на этот спутниковый снимок, который они выдали за одно из этих предполагаемых мест принудительного труда с фабрики рядом. Да. Во-первых, зачем вы шпионите, разглядывая спутниковые снимки других стран? Уверен, в вашей собственной стране полно проблем. Почему бы вам не посмотреть на спутниковые снимки своих стран? Но не суть. На этом снимке мы видим фабрику. Ну, предполагается, что это фабрика. В смысле, это может быть что угодно. Мы даже не знаем, что это, верно. Это, по идее, некий лагерь содержания или, как утверждается в статье, концлагерь. Можете объяснить, почему у них в концлагере есть симпатичный маленький зеленый парк? Ну, вы же четко видите, что там зона для прогулок с дорожками, а прямо рядом с ней площадь. Кто-нибудь может объяснить. Они пишут, что это какая-то фабрика с принудительным трудом. Почему там такая симпатичная расслабляющая зона для прогулок? Ага, и прямо через дорогу находится так называемый концлагерь, который буквально выглядит как школа. Он похож на школу или это может быть жилой комплекс, жилой массив. Вот что я вам скажу. Когда в Китае происходит какое-то строительство или большой проект, будь то сельское хозяйство или что-то еще, на самом деле, кажется, я могу показать вам один пример прямо здесь. Например, когда строился этот жилой комплекс, многие из этих рабочих жили неподалеку. Возможно, они из маленького сельского городка. Так как же вы можете ожидать, что рабочий будет каждый день ездить за 3-9 земель в маленький сельский городок, который находится за много километров, а в некоторых случаях и за сотни километров? Поэтому эти строительные компании поступают так. Они организуют временное жилье прямо на стройплощадке, и чаще всего оно находится прямо через дорогу от стройки,
проекта или чего бы то ни было, верно? Сейчас я покажу вам такой пример. Это огромная стройплощадка жилого комплекса, и если вы посмотрите вон туда, вы увидите какое-то синее временное жилье прямо там, верно? И оно предназначено для рабочих. Они живут там, они спят там. И причина в том, чтобы компания могла построить это здание намного быстрее, когда рабочие живут прямо на объекте, и дела делаются гораздо быстрее. Когда рабочие заканчивают работу, все, что им нужно сделать, это буквально перейти дорогу обратно в свое жилье, предоставленное компанией. Вот что вы видите на этой картинке. Просто безумие, что западные СМИ даже не понимают этого. Вот насколько мало они знают о Китае. Если читать дальше, там сказано, у нас есть снимки людей, переходящих дорогу, все одеты в униформу одного цвета. Ну, от чего вы ожидали? Это же рабочие. Конечно, они все в одинаковой униформе. Подождите-ка минутку. На них еще и одеты строительные каски. Боже мой, к чему это ведет? Какой вывод я могу сделать согласно этой статье из западных средств массовой информации? Должно быть, они рабы. Не могут же они быть просто рабочими. Ну серьезно, если бы у меня была фабрика, разве я бы ожидал, что все рабочие будут носить униформу и каски?